Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В населенных пунктах Верхояния продолжаются восстановительные работы. Между тем ведется и плановая работа по завозу продовольствия и топлива. Когда жизнь войдет в привычный режим в пострадавших селах? Об этом и не только расскажет гость студии Владимир Черноградский, министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Надежда. Скажите, когда жители Верхояния снова войдут в свой привычный ритм жизни и что для этого делается по линии министерства? Да, пострадавшие населенные пункты Верхоянского района уже постепенно налаживается жизнь. На сегодняшний день у нас 22 объекта социальной инфраструктуры были повреждены. По ним идет аварийно-восстановительная работа. Это 15 объектов образования, 4 объекта культуры и 3 объекта здравоохранения. Вот по ним правительство решило завести вертолетом Ми-26 МЧС России 90 тонн строительных материалов. И оно сейчас завозится, где завезены, там идут аварийно-восстановительные работы. И вот вчера по Суордаху, населенного пункта, школа и детский сад уже отремонтировал. В остальных населенных пунктах идет восстановительные работы. Население идет выплаты по компенсации на восстановительные работы индивидуальных жилых домов. Идет подсчет и тоже возмещение будет по части многоквартирных жилых домов первых этажей, которые пострадали. И постепенно идет дороги ремонтируются, и идет сенокосная кампания. То есть жизнь постепенно идет в привычное русло. 10 числа по Верхоянскому району ГУП ЖКХ подала тепло. Это, разумеется, было сделано в первую очередь для того, чтобы просушить пострадавшие здания. Просушиться, да, конечно, у нас погода не очень такая стоит, сыро все, поэтому правительством решено 10 числа подать тепло. Поэтому, в принципе, люди сушатся, люди ремонтируются. И надеемся, что поставлены задачи главы республики 1 сентября, все социальные объекты должны быть готовы. Владимир Николаевич, вы упомянули о том, что жителям пострадавших населенных пунктов выплачиваются денежные средства, но также в рамках мер поддержки были и такие случаи, когда детей вывозили в лагеря. Для жителей Верхояния старшего возраста оказывались услуги санаторного лечения. Можно об этом поподробнее? Да, Министерством образования нашей республики, науки, было вывезено 436 детей на оздоровление и отдых. Из них 25 детей оздоровились в федеральных других регионах. И 22 пожилых людей, они тоже здесь получили оздоровление и отдых. Сейчас идет кампания возвращения детей и престарелых обратно к себе домой. Это министерство все это делает, и есть определенные графики воздушных судов. По нему мы должны до 1 сентября всех вывести обратно. И выплаты ущерба пострадавшим семьям также идут согласно графику? В этом году выплаты единовременной материальной помощи и финансовой помощи по потере имущества, они в новом формате идут. Это федеральное новшество. Оно идет через многофункциональные центры. Если раньше муниципальное образование давали определенные списки, и по нему шли выплаты, а сегодня каждый гражданин, который имеет имущество в Верхоянском районе, на этих территориях, они обязаны, то есть они могут через МФЦ передать свое заявление и получить необходимые выплаты. И
Конечно, есть определенные трудности были. Это связь, у нас отсутствие плохой интернет-связь, но мы справились, я думаю. Было подано свыше 7 тысяч заявлений, из них Министерство экологии отработало, ну, идет сейчас работы, более 4,5 тысяч заявлений, они положительные. На сегодняшний день выплаты получили 2925 граждан по единовременной материальной помощи и финансовой помощи. Эта работа идет, и она продолжится до 24-го по регламенту. Скажите, а кто принимает участие в оказании помощи, например, по формированию гуманитарных грузов? Ну, здесь задействованы у нас ответственно это Министерство молодежи, общественная палата работает, ну и, конечно, это землячество. Землячество и Кобяйского района, и землячество и Верхоянского района, они плодотворно работают. Было перевезено много гуманитарной груза, ну и денежные идут. Особо хочу отметить строительные отряды. 3 стройотряда работали в населенных пунктах. И, конечно, жители этих населенных пунктов очень благодарны вот этим строительным отрядам. Была задействована волонтерская группа, они Верхоянского района, они работали в Верхоянском, в самом городе Верхоянске и других населенных пунктах. А если говорить не только о завозе грузов гуманитарной помощи, но и о простых перевозках, как сейчас осуществляется это дело? Да, ну, у нас в этом году социально значимые продукты питания у нас по плану. Сейчас идет навигационный период. Мы в навигации, у нас в плане 4,5, где-то 4,5 тысячи тонн мы должны социально значимых продуктов питания завести в навигацию. И в этом году у нас впервые, вот мы северным морским путем завезем продукты для Колымской группы районов. И вот это как новшество, и мы должны завести вообще в целом где-то около 9 тысяч тонн социально значимых продуктов, из них где-то более 1000 тонн – это расширенного ассортимента, то есть скоропортящих должны завести авиа. В прошлом году мы начали по малой авиации вести завоз зеленых рейсов, как в народе говорят, это расширенных ассортиментов. Мы в прошлом году завезли 47 населенным пунктам по малой авиации, и эту работу в этом году мы продолжим. Ну, получается, что жизнь в Арктике продолжается, несмотря на то, что она находится несколько в отдалении от центральных районов республики. Скажите, а какие инфраструктурные сейчас проекты реализуются на территории Арктики? Ну вот одно из самых, если взять Арктику, Арктика без развития промышленности, оно не будет развиваться. А промышленность, в свою очередь, без развития энергетики, она не может. Да? А энергетика, в свою очередь, она должна быть локальной в связи с огромными территориями, с огромными ландшафтами. Поэтому реализуется стратегия развития арктической зоны Российской Федерации. И вот с этого года начато, то есть они с прошлого года, начали строительство атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга Устьянского района. Ну и в этом году идут проектные работы. И первые сваи социальных объектов этого строительства, они уже в этом году начаты. Да? Оно даст, строительство этой атомной станции даст толчок развития промышленности Янской группы районов. Это месторождение Кучус, у нас есть много месторождений там. Ну и, естественно, для электроэнергии в наших населенных пунктах Устьянского района. По инфраструктурным проектам идет, вы сами знаете, уже принята программа «Синергия Арктики», то есть идет прокладка ВОЛС, и оно федеральное финансирование будет иметь. Идет по линии, вот у нас развитие инфраструктурных проектов по
хранению продуктов питания. Это строительство торгово-логистических центров. Оно финансируется государственной программой развития Дальнего Востока. И мы до 2025 года мы должны построить во всех 13 арктических районах торгово-логистические центры. В прошлом году мы построили 2 логистических центра, это в Белой горе и Усть-Куйге, которое дало у нас прирост завоза овощей на 500 тонн. Если мы раньше завозили 180 тонн, то в прошлом году около 700 тонн овощей мы завезли в навигацию. Да? А в этом году мы должны построить 5 торгово-логистических центров. Этот проект, как я сказал, это федеральное. По нему вот на 3 года финансирование федеральное это около, более миллиарда рублей. В этом году мы должны построить в Колымской группе районов полностью. Это Черский, Среднеколымский и Зырянка. И по линии мы должны закрыть. Это Тикси и Жиганск. В следующем году остальную часть, и мы планируем до 2024 года вот по всем 13 районам построить современные торгово-логистические центры. Естественно, оно даст толчок именно обеспечения населения качественными продуктами питания. Будем надеяться, что произойдет именно так. Благодарю вас, Владимир Николаевич, за то, что стали гостем нашей студии и нашли для нас время осветить самые важные события. Спасибо, Надежда. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.